Мгм. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Твердова Марина Владимировна. Я являюсь главным специалистом Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования, специалистом Республиканского консультационного центра. И непосредственно занимаюсь организацией и сопровождением мероприятий в рамках Академии будущих родителей Республиканского консультационного центра. Сегодня мы начинаем цикл встреч, посвященных развитию и ухода за ребенком. На данную встречу мы пригласили Иванюк Анну Владимировну, врача по гигиене детей и подростков Сыктывкарской детской поликлиники номер 3, главного внештатного специалиста по гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Республики Коми. И хотелось бы в начале нашего вебинара рассказать немного об Академии будущих родителей. Академия будущих родителей является одним из направлений большого такого масштабного просветительского проекта «Родительская академия», которая занимается просвещением родителей в вопросах образования, воспитания и развития. Для реализации мероприятий Академии будущих родителей мы объединили усилия медицинских работников, это акушеры, гинекологи, педиатры, психологов, специалистов в области воспитания и образования, представителей Русской Православной Церкви с целью содействия повышению компетентности будущих родителей по подготовке к ответственному, успешному родительству. В данном проекте система мероприятий непосредственно направлена как на будущих родителей, на родителей и на студенческую аудиторию. В рамках работы с будущими родителями, с беременными женщинами и их супругами мы реализуем мероприятия медицинской и психолого-педагогической направленности. Освещаем вопросы развития, создания оптимальных условий для ребенка в период внутриутробного детства, психологической подготовки к родам и материнству, уходу за ребенком и вообще развитию ребенка в целом. Встречи эти проходят в самом разном формате. Это и семинары, это и круглые столы, вебинары, мастер-классы, тренинги, что позволяет нам более качественно оказывать консультативную помощь по просвещению будущих родителей. Первый цикл встреч с акушером-гинекологом и психологом у нас уже прошел, но мы обязательно запустим данный курс снова. Сегодняшняя тема была запланирована у нас для очной встречи с будущими родителями и семьями, которые уже родился ребенок, но в связи с последними событиями и введением режима повышенной готовности мы перенесли данную тему в режим вебинарного вещания. Так что, как только будет возможно, мы приглашаем вас на очные встречи, где вы можете не только прослушать информацию, да, по заявленной теме, но и задать интересующие, волнующие вас вопросы. У нас всегда живое общение, у нас всегда много вопросов задаются от родителей, от будущих родителей, и всегда даются качественные, профессиональные рекомендации и ответы на все поставленные вопросы. Я сама являюсь матерью 3 детей, и уже имея определенный багаж знаний, да, все равно на этих встречах черпаю очень много новой актуальной информации. Поэтому мы вас ждем у нас в Академии будущих родителей. Нас можно найти на сайте семьяконсультант.крiro.ру. Также мы есть на странице ВКонтакте. Также вы можете к нам позвонить по телефонам, указанных на слайде. Так что приходите, будем вам рады. Итак, мы начинаем наш вебинар. Анна Владимировна, вам слово. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем наша первая встреча. Посвящена она будет периодам детства. Что же за этим стоит? Какое интересное слово «мама» и «папа». Дети растут, развиваются в процессе
встречах, я думаю, желающие разговаривали и получали компетентные ответы от акушеров-гинекологов. Сегодня мы разберем то, когда малыш уже родился, и те периоды, которые будут следовать чередой один за другим как раз уже после рождения. Грудной. Грудной период от 29 дня жизни, то есть период новорожденности, это 4 недели, 28 дней. В эти 4 недели происходит очень многое. Чуть-чуть попозже сначала перечислю все периоды, а потом мы разберем каждый в частности. Грудной с 29 дня жизни до 1 года, то есть до 12 месяцев. Потом следует ясельный или преддошкольный от 1 года до 3 лет. Дошкольный с 3 лет до 7. Младший школьный с 7 до 11 и старший школьный возраст уже с 12 до 18 лет. Итак, малыш появился на свет. Это маленький человек, который требует внимания, заботы и защиты. И вот этот самый неонатальный период, период новорожденности, он делится на ранний и поздний. Сколько нового и сколько интересного будет присутствовать в жизни будущих родителей. Период новорожденности это период с момента перевязки пуповины до окончания суток, 168 часов, 7 суток проходит, да? Это ранний неонатальный период. Наиболее ответственным в физиологическом изменении в этот период являются, конечно же, начало легочного дыхания, то есть первый вздох малыша, первый крик, запуск новых путей гемодинамики, да, прекращаются артериальный поток и овальное отверстие скрывается, а также изменение энергетического обмена и терморегуляции. То есть из той среды, в которой он находился в полной безопасности, где было тепло, вкусно и безопасно, он попадает в совершенно другую среду. Сейчас с этого момента начинается его энтеральное питание, то есть получает он пищу по-другому. Он начинает получать пищу посредством грудного вскармливания, то есть питание молоком матери. В период новорожденности все функции организма находятся в состоянии неустойчивого равновесия, поэтому это очень ответственный период, к которому стоит подойти с максимальным вниманием. Адаптационные механизмы нарушаются в связи, допустим, с увеличенной температурой окружающей среды. Когда женщина находится в родильном доме, тогда, в принципе, она спокойна зачастую, да, потому что у нее всегда есть квалифицированный медицинский персонал, который ей поможет. Есть люди, которые ее будут поддерживать. Но когда молодые родители возвращаются с новорожденным домой, у них возникает очень много проблем. Вот как раз эти курсы созданы для того, чтобы пройти определенный период, пережить его и представить, как это должно быть. Нужно к этому привыкнуть. Периодом новорожденности считается время от рождения ребенка до момента отпадения у него пуповины. Резкое изменение условий жизни, о котором я уже говорила выше, в первые 2-4 дня у новорожденного наблюдаются такие явления, как потеря массы тела. Это физиологическая потеря, это нормальный физиологический процесс. Ребенок находился в другой среде, в водной среде, попадая в среду воздушную, изменяется, естественно, и его состав тела в том числе. Может появиться желтушное окрашивание, не стоит его бояться. Очень многие мамы связывают это, не проконсультировавшись, делают выводы о том, что это последствия вакцинации. Да? Все знают, что в первые сутки по национальному календарю профилактических прививок происходит вакцинация от гепатита В. Именно делается, почему она в этот период, в первые сутки? Для того, чтобы максимально защитить ребенка от возможных вмешательств. Да? И для того, чтобы, если вдруг его родные и близкие могут заболеть данным заболеванием, они не могли ему передать. И у него защитный титр антител начинает вырабатываться уже с первого дня. И вот это желтушное окрашивание является физиологической желтухой новорожденных. Подчеркиваю слово физиологическое, потому что это вариант нормы. У некоторых деток он есть, у некоторых деток он нет, но не нужно его бояться. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте это медицинским работникам. Еще хотелось бы сказать, что именно этот факт связан с недостаточной деятельностью печени и усиленным распадом эритроцитов. Гиперемия, покраснение кожи, опять же, сменяется форма, да, меняется форма взаимодействия с окружающей средой. Если раньше это была водная среда, где было комфортно и тепло, то сейчас это воздушная. Да? Точно так же недостаточность терморегуляции у ребенка, температура тела может легко изменяться при
относительной, в отношении температуры окружающей среды. В результате ребенок легко перегревается или переохлаждается, поэтому вам дадут квалифицированную помощь, если вы спросите, как лучше одеть малыша, да, в какой ситуации стоит применять пеленки, в каких-то не стоит. Но не стоит переживать, что к концу начала второй недели все вот эти изменения практически у всех приходят в показатель нормы. И малыш начинает дальше расти и развиваться, радуя своих родителей. Период грудного вскармливания длится от 29-го дня жизни до 1 года. В этот период основные этапы адаптации к внутриутробной жизни уже завершены. Механизм грудного вскармливания достаточно сформирован. В этот период как раз происходит знакомство, да, и налаживание механизма взаимоотношения мамы, папы, ребенка, ну и, конечно же, близких родственников, которые будут разделять с вами радость материнства и отцовства. В этот период происходит даже в самые первые дни, несмотря на то, что ребенок зачастую спит, это его нормальное физиологическое состояние, его мозг постоянно работает, он воспринимает множество сигналов, которые поступают с окружающего мира, он улавливает улыбку, когда начинает видеть своих родителей. Грудной возраст. С 29-го дня жизни до 1 года. По окончании этого периода грудное вскармливание мы рассмотрим на других встречах, поэтому сейчас поговорим больше о периодах. Да? В течение 1 года вес ребенка увеличивается на 200%. Вдумайтесь, это колоссальные цифры. А длина на 50%. Особенно большие прибавки в весе и росте наблюдаются в первую половину года. Ежемесячная прибавка в весе составляет 600 грамм, в росте 2,5-3 сантиметра. Конечно, так растут не все. И отклонение в малейшую сторону, вверх или вниз, конечно же, настораживает родителей. Я призываю всех родителей консультироваться у своих педиатров по поводу «все мы разные». Мы с вами все в разное время начали говорить первые слова. Кто-то сел раньше, кто-то начал ползать рано, кто-то вообще не ползал и ходил. Все мы разные, поэтому призываю вас не переживать из-за того, что вот соседский ребенок уже стоит в кроватке, а мой еще ползает. Это все не важно. Наслаждайтесь периодом и радуйтесь каждому моменту, который вы проводите со своими детьми. Хотелось бы сказать, что ткани у грудных детей отличаются тонкостью и нежностью, недостаточным развитием эластичных упругих волокон, в результате чего они легко ранимы. Поэтому определенные правила ухода, гигиенического ухода за кожей новорожденных все-таки существуют. Воспалительные реакции у детей в основном протекают общего типа. Они очень быстро реагируют бурно и ярко. И поэтому, когда ребенок заболевает, в основном у него повышается температура. Это общая реакция организма. Она направлена на то, чтобы защитить ребенка. Иммунная система в этот момент запускает множество механизмов компенсации. Вырабатываются антитела, которые позволяют ребенку как раз не болеть инфекционными заболеваниями. А как же обстоит дело с новорожденными? Дети, которые получили иммунитет от мамы, находясь внутриутробно, они защищены на определенный период времени, пока в их крови циркулируют антитела мамы, материнские антитела. Но со временем они угасают. Поэтому вакцинация новорожденных, она направлена на то, чтобы предотвратить заболевания, которые могут возникнуть, и защитить малыша от данных инфекций. Инфекции бывают такие, как корь, краснуха, скарлатина, ветряная оспа, дизентерия. Их очень много, перечислять их можно очень долго. Они, конечно, у детей протекают своеобразно и зависят, с одной стороны, от иммунитета, приобретенного ребенком, а второй от того, какие антитела и сколько, в каком количестве он получил от своей мамы. Болела ли мама определенным инфекционным заболеванием? Защищена ли она была вакцинацией? Это все влияет на ребенка и позволяет ему защититься самому, если таковые антитела были в крови матери. Грудные дети, особенно в первые месяцы жизни, не могут длительно бодрствовать, и это вариант нормы. Повышенная активность нервной системы приводит к тому, что запускается система торможения, которая, распространяясь по коре головного мозга и другим отделам, вызывает сон. И это хорошо. Ребенок во сне усваивает информацию, которую он получил от вас. Любое прикосновение, все это влияет на малыша. Уже на 1 году жизни у ребенка начинает формироваться речь. Не дифференцированные звуки, гуление, постоянные какие-то привлечения внимания мамы какими-то новыми звуками, которые он научился говорить, понимают речь окружающих его взрослых.
Он начинает произносить сначала какие-то слоги, потом складывает эти слоги в слова, а после этого у него уже развивается речь настолько, что года он может уже говорить определенными фразами. У грудных детей идет энергичный рост и окостенение скелета. Мы с вами говорили, что темпы роста и развития очень высокие. Если бы человек рос и продолжал после года расти такими же темпами, то где-то к 18 годам мы бы запросто могли заглянуть в окно 3-го этажа. Но такого не происходит. И в течение года эти темпы роста сохраняются, а потом они медленно замедляются. Но нужно сказать, что в процессе эволюции человек достиг такого высокого роста, которого не было еще у наших предков. И с каждым годом акселерация увеличивается. И дети становятся все выше и выше, в основном выше, в среднем, конечно же, выше своих родителей. Как развиваются движения? Пожалуй, для мам, да и для пап известно, что малыши рождаются с необходимым минимумом безусловных рефлексов. Это сосательный, для того, чтобы ребенок не умер с голода. Хватательный. Если вы протянете и положите палец в ладошку своему малышу, вы прекрасно понимаете, что он сожмет пальчики. И многие радуются, что это происходит очень эмоционально, да, то есть это телесный контакт. За период с 1 по 3 месяц малыши начинают удерживать головку. К 4 они уже могут переворачиваться со спинки на бок, немного позже на животик. Карапузы тянутся, берут в руки различные предметы, и, естественно, всех окружающих радует и умиляет, когда они притрагиваются к определенным игрушкам. К 5 месяцам малыши начинают ползать. В 6-7 месяцев они учатся сидеть, делают первые попытки, пусть неуверенные, но очень важные в их жизни. Если они идут по улице в коляске, внимательно изучают все. Я думаю, многие мамы, у кого появляется не первый малыш, они замечали, что когда они везут своего малыша в коляске и закрыт капюшон, малыши начинают капризничать. А как только стоит маме наклониться, да, или открыть хотя бы капюшон, чтобы ребенок мог видеть часть мира, ребенок успокаивается и замолкает. На это тоже нужно обращать внимание. Вся информация, которая поступает из окружающего мира, для детей очень важна. В 7-8 месяцев детки смело встают в кроватках, ходят вдоль перил, придерживаются ручками. К 10-12 месяцам делают первые шаги. Пусть не уверенные, пусть они часто падают, но они все-таки пытаются это делать, и нужно их поддерживать. В этот момент на первое место встает, конечно, безопасность детей. Безопасность – это одно из самых важных, что может быть в этот период. Конечно, не нужно доводить ее до абсурда, но все-таки определенные меры нужно предпринять. Дети начинают дотягиваться до шкафчиков, баночек, до клавиатуры компьютера на рабочем месте родителей, берут в руки пульт и так далее. В этот момент начинают домашние животные, конечно, не так спокойно себя чувствуют, как они чувствовали себя раньше, когда ребенок не умел ни ползать, ни ходить. Но еще хотелось бы сказать и акцентировать. Вот сейчас скоро будет лето. О безопасности детей говорят много и рассказывают везде, но вот один такой момент, который, наверное, стоит все-таки учитывать будущим родителям. Если вы планируете открывать окна, да, и вы понимаете, что ребенок с возрастом может дотянуться до окна, поставьте блокираторы или защиту с ключом для того, чтобы ребенок не мог открыть окно. Несмотря на то, что у нас не все живут на первом этаже, да, устанавливаются антимоскитные сетки. Эти сетки, они крепятся очень легко и могут, конечно, тоже не очень хорошим образом сказаться. Поэтому предотвращаем, думаем о том, что все будет хорошо, но предпринимаем некоторые меры. Защиты на острые углы и блокираторы на двери для того, чтобы нечаянно не прищемить пальцы ребенку. Грудной возраст малыша невозможно представить без появления зубов. Далеко не у всех происходит гладко это. Зубы появляются у всех по-разному. У какого-то ребенка они могут появляться просто так, без всяких видимых причин. У кого-то может повыситься температура. У какого-то малыша могут быть боли, он будет плакать, будет капризничать. Все эти периоды, конечно же, не очень хорошо в эмоциональном плане сказываются на родителях. Родители переживают, особенно когда понимают, что помочь очень сложно. Существуют специальные препараты охлаждающие, которые позволяют снять боль с
десен, да, в тех местах, где прорезываются зубки. Примерно в полгода у малыша появляются первые зубки, 2 нижних резца, а через пару месяцев 2 верхних. К 10 месяцам у деток прорезываются 2 верхних боковых резца, а к году 2 нижних боковых. То есть этот маленький человек становится зубастым и начинает пробовать все на вкус. К году обычно у карапузов уже 8 молочных зубов. Если у ребенка нет такого количества зубов, переживать все-таки не стоит. Еще раз напоминаю, что все мы индивидуальны, и зубы все равно обязательно появятся. Для того, чтобы следить и наблюдать за ребенком, имеется приказ Минздрава Российской Федерации, который регламентирует проведение профилактических осмотров. То есть то, как будут вас наблюдать в поликлинике, то кто будет смотреть вас, да, и какие исследования будут проводиться. На данном слайде предоставлена информация, конечно, она не в полном объеме, потому что приказ очень большой, но все-таки основные моменты я хотела до вас донести. Есть номер приказа, можно посмотреть в интернете, я думаю, что если кому-то будет это интересно, он это сделает. Вот основным моментом, наверное, является, что новорожденных, да, осматривает врач-педиатр. Когда мама выписалась из родильного дома, она приходит домой, возвращается. И, конечно же, активно на дом придет педиатр. Также будет приходить патронажная медицинская сестра, участок педиатрический. В 1 месяц маму с малышом и желательно с папой приглашают врач-педиатр. Будет выдано направление на такой маленький медицинский осмотр. Помимо того, что медицинские работники наблюдали вашего малыша при рождении, первые дни жизни, после этого в месяц вы пройдете еще необходимый минимум, в который входит врач-педиатр, невролог, детский хирург, офтальмолог и детский стоматолог. Несмотря на то, что у ребятишек нет еще зубов, стоматолог их будет тоже осматривать. Месяцы 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 будет осматривать врач-педиатр, ежемесячно приглашая к себе маму с малышом. 3-й месяц педиатр, травматолог, ортопед. И в 12 месяцев, это тоже такой скрининговый месяц, будет наблюдать педиатр, невролог, детский хирург, отоларинголог и травматолог, ортопед. Это основные моменты, с которыми вы столкнетесь. Помимо этого будут еще ряд инструментальных исследований лабораторных. Переходим, наверное, к преддошкольному или ясельному периоду. Вот это самый ответственный период, когда родители, вырастив малыша, да, некоторые, конечно, пытаются отдавать их пораньше, потому что есть возможность, или, допустим, маме нужно выйти на работу по каким-то причинам. Ранний детский возраст от года до 3, он обычно проходит все-таки в семье, но все-таки бывают варианты, когда ребенок поступает в организованный коллектив. И вот к этому возрасту нужно сделать так, чтобы ребенок был защищен от большего числа инфекционных заболеваний. У нас есть национальный календарь профилактических прививок, в соответствии с которым происходит вакцинация. Сроки вакцинации в нем указаны. И вот самое главное, для того, чтобы защитить детей до формирования коллектива в детском саду, нужно, чтобы часть вакцинации уже была пройдена, чтобы иммунитет наработал защитный титр, чтобы дети меньше болели, чтобы возможность защитить наших детей была у всех. У детей 2-го года жизни, в том числе после 12 месяцев, идет формирование опорно-двигательного аппарата, более широкое, наверное, общение с окружающим миром, как раз из-за того, что родители окрепшего малыша пытаются водить на развивающие занятия, общаться с подросшими и уже более старшими братьями, сестрами, в том числе двоюродными, берут на какие-то в торговые центры, какие-то площадки. В этот момент, конечно, вот на первый план, наверное, выходит помимо здоровья малыша его защита от инфекционных заболеваний. Дети дошкольного периода с 3 до 7 лет, этот период отличается более медленным темпом роста, чем мы говорили до 12 месяцев, который был.
Годичная прибавка роста от 3 до 7 лет составляет в среднем 5-8 сантиметров, веса около 2 килограмм. Пропорции тела заметно меняются. Маленький человек становится все больше и больше похож на взрослого по пропорциям тела. Благодаря дальнейшему развитию мышечной ткани дети укрепляют мышцы, у них появляются довольно-таки неплохие навыки мелкой моторики. Они могут брать пальчиками определенные предметы, могут даже вырезать мелкие детали. И в этот момент дети начинают чувствовать как что-то важное для себя, что они могут. У них есть определенные достижения. Они могут попросить маму отпустить их и пройти по поребрику. И это очень важно. Конечно, безопасности никто не забывает, но все-таки маленькая свобода растущего человека какая-то должна быть. Если говорить о том, что происходит у нас в дошкольном, да, старший дошкольный возраст, это 5-7 лет, дети растут и развиваются, но растут они и развиваются уже в коллективе. Коллектив у них сформирован, также в детских садах происходит медицинское наблюдение, определенные периоды роста и развития они проходят, также учатся взаимодействовать друг с другом. Там уже выступает повышенная социализация ребенка. В школьном возрасте дети продолжают расти и развиваться, у них все органы и системы продолжают развиваться, молочные зубы полностью заменяются постоянными, появляются остальные зубы, которые не было в дошкольном возрасте. Благодаря усиленному в этот период интеллектуальному развитию ребенок становится более самостоятельным. Он чаще говорит: я сам, я умею, я сделаю. В этот момент появляется первая самостоятельность, и я думаю, ее стоит поддерживать. Между 12 и 17 годами происходит половое созревание подростков. В это время несколько возрастает темп роста и развития за счет энергетической, в том числе перестройки организма. Появляются вторичные половые признаки: рост волос, подмышечной впадины на лобке, развиваются грудные железы, появление менструации у девочек, изменение голоса и полюции у мальчиков, прорезываются так называемые зубы мудрости. Подростки по пропорциям тела приближаются к взрослым. Все это значительно изменяет их внешний облик, жизненный опыт подростков. Они взрослеют, и они становятся самостоятельными. Верьте в себя и доверяйте своему ребенку, сохраняйте семейные ценности, не говорите ему, как надо делать. Делайте это сами. Это один из основных моментов. И помните, дети впитывают все как губка. И если они будут похожи на нас, то, наверное, нам с вами стоит задуматься о том, как быть и что делать нам самим, подавая тем самым им достойный пример.